25 марта во Дворце спорта имени Кабаула Кожумкула состоялось открытое первенство дирекции по развитию школьного и студенческого спорта среди детей, юношей и юниоров по тэквондо ВТФ, в котором приняло участие 150 единоборцев Бишкека, Чуйской и Ошской области. Юные тэквондисты в своих поединках проявили волю к победе и высокое спортивное мастерство. Эти состязания были бы интереснее, если бы в них приняли участие команды Ассоциации тэквондо ВТФ Кыргызской Республики, которых организаторы любезно пригласили на соревнования. Но ложку дегтя в бочку меда внесли руководители ассоциации, которые запретили своим юным спортсменам участвовать в этом турнире. Но это же нонсенс. Я считаю, что вновь пострадавшие – это юные спортсмены, которые лишились возможности встретиться между собой в очередной раз. Всю ситуацию в отношениях между руководством ассоциации и Академии тэквондо ВТФ Кыргызской Республики мы рассказывали в спортивном мозаике 25 февраля. И на нашу критику исполняющий обязанности президента ассоциации господин Нурбек Шаршембиев ответил потоком писем в различные инстанции вплоть до премьер-министра, где он выставил меня как лжеца и циника. Цитирую. «Ведущий Аламанов позволил себе оскорбительное заявление в адрес ассоциации, преднамеренно разжигал неприязнь и враждебные настроения между спортсменами, и что я нечистоплотный журналист». Хорошая реакция на острую критику. После официальной части открытия турнира всех участников состязаний приветствовали официальные лица, организаторы и гости спортивного форума. Настал момент, очень важный для юных спортсменов, это вручение детских черных поясов тем юным тэквондистам, который прошел квалификационную аттестацию и выполнил соответствующие нормативы. И здесь не обошлось без второй ложки дегтя со стороны в лице господина Ли Сенгю, полномочного представителя Всемирной академии тэквондо Кукивон из Южной Кореи в Кыргызстане, который по непонятным причинам отказал в аттестации детей из Академии тэквондо Кыргызской Республики и другим юным спортсменам. Почему? Благо, что на юге Кыргызстана есть патриот своего ремесла сенсей Ли Кэндо, обладатель черного пояса 6-й дан. И он имеет право аттестовывать юных единоборцев. И вот эти пояса, сертификаты Всемирной академии тэквондо ВТФ Кукивон, получают юные спортсмены. А если не было бы у нас сенсей Ли Кэндо, то эти ребята, занимающиеся этим видом спорта, но только вне ассоциации, не были бы аттестованы и не получили бы соответствующие пояса и спортивные разряды. Вся каша, заваренная мною в отношениях ассоциации и академии, принесла плод. Наконец-то 29 марта обе стороны встретились впервые за 3 года в Государственном агентстве по физической культуре и спорту. И хотя со стороны ассоциации отсутствовал Шаршембиев и официальный ее руководитель, зарегистрированный в Министерстве юстиции Нурхамбек Мамуналиев, обе стороны после высказывания друг другу кучу претензий все-таки пришли к одному – нужно дружить и совместно работать, чему я очень рад. Сегодняшнее соревнование у нас проходит среди детей, юношей, кадетов и юниоров. Общее количество участников – 150 спортсменов. Сегодня в наши соревнования приняли участие спортсмены из города Бишкек и из южного региона нашей страны. Цель этих соревнований – популяризация и развитие тэквондо в Кыргызской Республике. Соревнования это среди учащихся школ города Бишкека и Кыргызстана, получается. Кто судит эти? Соревнования обслуживают опытные спортсмены, мастера спорта Кыргызской Республики, воспитанники Академии тэквондо и привлечены судьи международной категории с соседней страны, с Казахстана. Очень много среди воспитанников Академии тэквондо детей, которые могут себя в дальнейшем проявить. Я таких детей называю самородки. То есть, чем больше мы организуем различного рода мероприятия, тем быстрее дети развиваются, тем быстрее дети раскрываются, и тем быстрее дети начинают выступать профессионально и отстаивать честь нашей республики на международных соревнованиях.
Ближайшее соревнование, на которое мы собираемся ехать, Академия Таэквондо, это первенство Южного региона. Он будет проходить в городе Кызыл-Кия. Там есть «Газпром» здание, спортивное здание «Газпром». В нем будут принимать участие спортсмены города Бишкека, с Южного региона, весь Южный регион, Северный регион мы пригласили, и плюс гости с приграничных стран, это с Таджикистана, с Узбекистана. Скажите, пожалуйста, кого вы приглашали на соревнования, кто участвует и... На соревнования были приглашены все организации и все клубы, которые пропагандируют олимпийское всемирное таэквондо у нас в Кыргызстане. Этот праздник приурочен к чему-то, нет? Наурус там или... Ну, этот праздник приурочен к Наурузу, да, начало весны, то, что пропаганда здорового образа жизни, чтобы дети занимались спортом, чтобы дети были заняты, чтобы дети здоровыми росли. Ну а нынешний турнир прошел организованно и с хорошими поединками. Лучшие единоборцы были награждены соответствующими медалями, дипломами и подарками. Награждение проводится